Гули является одним из претендентов на место главы преступного мира России. Один из основных претендентов на должность главного вора России 45-летний Надир Салифов по кличке Лоту Гули нанес ответный удар после того, как в Москве была задержана группа его сторонников. Гули не сдает свои позиции, а продолжает вести активную политику. В частности, продолжается его борьба с кланом Ровшана Джаниева по кличке Равшан Ленкоранский, который был застрелен в Турции в августе 2016 года. Считается, что он был убит по приказу Гули, отданному из колонии, где тот отбывал срок, передает Вести. А со ссылкой на ура.ру. После внезапного освобождения после 22 лет заключения осенью 2017 года Гули поселился на вилле под Стамбулом. Вместе с ним круглосуточно находится многочисленная вооруженная охрана. Такие меры безопасности были приняты не зря, так как вскоре после освобождения Гули в Стамбул прибыла группа из 11 киллеров во главе с азербайджанским госслужащим, полковником таможенной службы Намиком Джаниевым, родным братом Ровшана Ленкоранского. Во время переговоров с представителем турецкой мафии, которому предложили $5 миллионов за помощь в штурме виллы Гули, киллеры были задержаны турецкими полицейскими. При них нашли автоматическое оружие, гранаты и план дома Гули. Однако сам Гули повел себя в этой ситуации необычно. Он не только отказался официально признавать себя потерпевшим, но и распространил в криминальном мире сведения, что не верит, будто арестованные в реальности хотели его убить, и особых претензий к ним у него нет. А все это происки полиции. Заговорщиков отпустили на свободу. Предположительно, Гули таким образом хотел усыпить бдительность своих врагов. 40-летний Заур Ахмедов, двоюродный брат Ровшана Ленкоранского, к тому же женатый на его сестре, живет в Москве и стал наследником его империи. Как пишет издание Prime Крым, именно Заур Ахмедов был организатором покушения на Гули. Теперь же Гули прислал своих людей мстить, и Заур оказался в осаде. В последние дни большое количество боевиков Гули круглосуточно дежурит у рынка Флут-Сити на Калужском шоссе. Работников рынка убеждают, в том числе и кулаками, что теперь они будут платить дань Гули. А Заур Ахмедов из офиса, который находится на этом рынке, домой ездит в сопровождении 6 сотрудников Росгвардии из ГУП-охрана. Без сопровождения вооруженных правоохранителей он не выходит из дома. Положение Заура критическое, и ему грозит покушение в любой момент. Другой оппонент Гули, которым он плотно занялся, 37-летний Али Гейдаров по кличке Альберт Рыжий-Генджинский, а также Альберт Архангельский. Когда его арестовали в Санкт-Петербурге, то в СИЗО пришла малява, что Альберт Рыжий является вором в законе. Позже он получил 6-летний срок. Когда его этапировали в колонию, туда лично позвонил Гули и сообщил, что Альберт Рыжий вором не является и никакие воровские привилегии он не должен получать. Альберт Рыжий был ставленником Аслана Усаяна по кличке Дед Хасан. После смерти своего покровителя он поссорился с азербайджанской воровской диаспорой и в итоге был объявлен ими вне закона. Отдельно ему припоминают позорное бегство от людей Гули в турецкой Эдирне, когда Альберт не придумал ничего лучше, чем спрятаться в первой же полицейской машине. Недавно за Альберта Рыжего попытались вступиться несколько авторитетных воров. Среди них были 47-летний Андрей Мироедов по кличке Мирыч, 56-летний Гия Мипория по кличке Гия, а в качестве тяжелой артиллерии сторожил воровского цеха 67-летний Сачина Гигичкори по прозвищу Сачина. Заступники просили Гули отменить свое решение и разрешить Альберту Рыжему быть вором. Однако Гули остается непреклонен. Он утверждает, что Гейдаров не вор, и готов привести свои аргументы лично Рыжему и любым ворам в законе на сходке после освобождения Альберта. Ранее Ара.ру писала о том, что Гули является одним из претендентов на место главы преступного мира России всего постсоветского пространства, которое освободится в этом году из-за суда над 64-летним Захарием Калашовым по кличке Шакро Молодой. Ему грозит большой срок, поэтому его кресло становится вакантным. Гули начал активную деятельность во многих регионах России и Украины. Постоянно принимает делегации из стран СНГ и проводит назначение положенцев.